Сразу после сборки новые самосвалы приступают к работе. Им предстоит перевозить золотую руду. В этом году золотодобытчики Алданского района на юге Якутии приобрели сразу 14 многотонных карьерных машин. Я работал на Белазе до этого. Камацу таких не было у нас просто. Теперь будем пробовать. Вот купила компания такие Камацу. Вот, отучились, будем испытывать, пробовать. В кузове каждого самосвала не больше 200 граммов драгоценного металла. Остальное пустая порода. Но несмотря на низкое содержание, объемы добычи постоянно растут. С начала года уже дали 2 тонны золота. Это на 100 килограммов больше плана. Сейчас среднее содержание 1,3 грамма тонны. Вот, на многих предприятиях такая руда вообще эксплуатируется как бедная руда. Но мы научились перерабатывать такую руду с достаточно высокой степенью извлечения. То есть у нас извлечение достигает 89%. Это очень высокий показатель. Поддерживать высокое извлечение помогает техническое перевооружение. Весной запущена мощная дробильная установка. Она способна перерабатывать до 800 тонн руды в час и значительно упрощает работу предприятия. Будем с карьера подавать круглосуточно руду, дробить ее, и с фабрики у нас уже не будет ухода ни габаритов. Все, что прошло через дробилку, через эту, все 100% будет перерабатывать фабрика. На переоснащение компании «Алдан Золото» выделены 3 миллиарда рублей. Одну из самых масштабных модернизаций в своей истории переживает Куранакская золотоизвлекательная фабрика. Рекордные инвестиции повышают качество и автоматизацию всех процессов. Все мероприятия по техперевооружению фабрики позволят нам увеличивать производительность до 5 миллионов тонн руды в год. Несмотря на падающее содержание золота в руде, алданским золотодобытчикам удается повышать эффективность работы, постоянно открывая новые горизонты. Сегодня у сотрудников предприятия есть стабильная перспектива на десятилетия вперед. Золотодобытчики Южной Якутии ставят перед собой амбициозные цели – добывать 6 тонн металла в год. Таких показателей им удалось достичь лишь однажды, в далекие 80-е. Ожидается, что уже в ближайшее время рекорд 30-летней давности будет повторен. Дмитрий Макаров, Владимир Рымаков, Роберт Набиев. Вести. Алданский район, Якутия.